Разбился пополам. Мир и доверие в доме по улице Короленко затерялись в кипе бумаг. Один дом, две коалиции. Одна половина обвиняет председателя жилищно-строительного кооператива в хищении денег. То есть ежемесячно на хознужды у нас уходили как минимум от 30 до 120 тысяч. Нет и оплаты перед поставщиками услуг, говорят жители. Долг в 700 тысяч рублей. В итоге грозились отключить от коммуникации. Жители решили сами погасить задолженность. Еще 800 рублей я оплачивала долг, который эта Хаматова совершила вот в результате своих мошеннических действий. Конфликт, по сути, между двумя председателями. За закрытой дверью действующий. Жильцы таки не могут дождаться от нее отчета о потраченных средствах. Вот за 2015 год цифры удивляют. Камнем преткновения стала эта территория возле дома по актам 2015 года. За покраску данного забора и за озеленение ушло аж 90 тысяч рублей. Жильцы удивлены, откуда такие деньги. Вроде как и краска обычная. И растут возле дома не цветы, а одни сорняки. Любого жильца попросили бы, за 5 тысяч сделали бы. Это вместе с материалом, с работой. Это уже сторонники Лилии Хамитовой. На каждый расход своя бумага. А долг в 700 тысяч по версии председателя из-за самих жильцов. Если май не плачено у нас 250 тысяч у людей, долг перед квартирой, июль 260 тысяч, август 260, они не уходят. Это же прибавьте, вот вам 700. Жильцы обвиняют председателя в хищении, она их в нападении. Когда было повышение, на меня накинулось то, что я и так повысила здесь. И мне она палец сломала. Созванивались с поставщиками, никто не получил ни копейки опять. Они уже обращались к участковому и в прокуратуру. Сейчас жильцы написали уже заявление в Следственный комитет. Просят вмешаться немедленно. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.